Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую всех своих подписчиков, а также зрителей. Я сегодня хотел выйти в прямом эфире. У меня это не получилось по некоторым причинам. Но все же я записываю это видео именно потому, что сегодня такая дата, 26 ноября. И хотел бы в очередной раз напомнить про тот день, про 26 ноября, и рассказать, что случилось в этот день, в 1994 году. Вот. 26 ноября 1994 году российская армия под прикрытием вошла в город Грозный. Я уверен, что молодежь об этом мало что знает, вот поэтому с такой целью я записываю это видео. В очередной раз напоминаю, что происходило в этот день. А вот люди постарше, они, конечно, это помнят, они это видели своими глазами, то есть были свидетелями. 26 ноября российские танки вторглись в Грозный. Командиры этих танков, водители, механиков, там, наводчики были российские военнослужащие. Военнослужащие элитных частей. Это Таманская дивизия и Кантемировская дивизия. Вот. И на этих танках сидели чеченцы. Они называли себя оппозицией. На самом деле это была бандгруппировка, то есть сегодняшние кадыровцы были в то время. Да, они у нас были в то время. Но эти похлеще, но в то время они начинали. Так вот, эти танки, около 100 единиц, вторглись в Грозный. И цель их была, чтобы захватить Грозный, захватить президентский дворец и одержать вот такую победу, то есть сменить власть Ичкерии в пользу России, для России. Вот, ценой вот, гибели мирных жителей, вот этими разрушениями, им было все равно. И они вошли. Через некоторое время, вот представьте, это началось рано утром, было даже темно. Я помню этот день, находился рядом с отцом, вот, и являюсь свидетелем этих всех событий. Так вот, они вошли рано на рассвете, было темно, и уже к полудню все закончилось. Была уничтожена почти вся бронетехника врага, этого российского оккупанта. И было много военнопленных, были также трофеи. И я даже могу вспомнить такой эпизод. Вызывает Аслан Масхадов, будучи тогда начальником штаба, к себе Ламбаду. Его настоящее имя было Али. Так вот, все его знали как Ламбаду. Он вызвал его к себе и спрашивает: вот, Али, на территории парка Кирова сейчас находятся эти оппозиционеры и российские там оккупанты. Сколько времени тебе нужно, чтобы их там уничтожить? На что Али ответил, показал два пальца, вот так, два пальца показал, других у него не было просто. Он показал два пальца, сказал 2 часа. И действительно, Али со своей группой направился в парк Кирова и уничтожил эту технику, захватил военнопленных, вот, и захватил трофеи, огромное количество трофеев. И вернулся живым, здоровым, и потерь у него не было. Вот как шли боевые действия. Они вторглись там с 3 сторон. Вот. И вот эти колонны были просто уничтожены по пути к центру города Грозного. Эти колонны не дошли даже до центра. Их всех сожгли.
эти танки, эти БТРы. Затем, что произошло потом? Российская сторона не хотела признавать тот факт, что в этом участвовали их военнослужащие, потому что все завершилось позором. Это был позорный штурм России. Завершилось позором, и они не хотели признавать. Даже после того ультиматума, который поставило наше правительство во главе с Джохаром Дудаевым. То есть наше правительство поставило такой ультиматум, сказав, что если вы не признаете их своими военнослужащими, мы их расстреляем. Вот как прозвучал этот ультиматум. Прошло какое-то время, но российская сторона, ни Ельцин, ни Грачев никак не признали их своими военнослужащими. Потом этих военнопленных, военнослужащих Таманской и Кантемировских танковых дивизий выдали депутатам Госдумы России. Они приезжали к нам, им выдавали по несколько человек одному, там сколько-то другому. В общем, их всех отдали. Но российская сторона, еще раз повторюсь, официально этого не признала их своими военнослужащими, что было позором на самом деле. Но уже со следующего дня российская армия уже в открытую начинает обстрелы территории Чеченской Республики Ичкерия. Обстрелы велись вертолетами, затем самолетами, и так до 11 декабря, до начала вторжения российских войск на нашу территорию, уже крупномасштабную войну. Официально говорят, что война началась 11 декабря 1994 года. Хотя можно делать и справедливо делать отчет от 26 ноября 1994 года, когда был совершен вот такой позорный штурм. Да, мы тогда одержали победу во время этого штурма. И оборона у нас была очень хорошая. Чеченцы это знают. Так вот, я считаю, что я хотел бы сказать. Я не буду все факты там перечислять, потому что я уже много раз об этом говорил, и даже есть несколько видео, которые я опубликовал на этом канале. Я к чему хотел бы прийти? Сегодняшние события, сегодняшняя Россия, которая никак не изменилась. Россия, которая была в 94-м, 99-м и сейчас в 2023-м, одинаковая со своей варварской политикой по отношению к окружающим ее народам. Вы посмотрите те события, которые произошли там в Грузии, сегодняшняя война в Украине, действия российской армии там в Сирии. Вот. Посмотрите, что происходило тогда и что сегодня происходит вокруг нас. Ничего не изменилось. Ни вот эта варварская политика, ни отношение России к этим народам. То есть они всех презирали, они навязывали войны, они вешали разные ярлыки. Все идентично везде. Но, конечно же, будучи чеченцем, меня волнует один факт. Факт такой, что наша чеченская молодежь мало что знает про это, про те события, которые происходили в 1994 году, как Россия навязывала войну чеченцам в 1994-м, как эта Россия навязала войну в 1999-м. И есть даже чеченцы, которые верят в эту российскую пропаганду. Я хочу сказать одно. Чеченцы, мы не виноваты в том, что мы чеченцы, что мы мусульмане. Все эти войны, которые я перечислял, а также войны, которые проходили лет 100 тому назад или 200 тому назад, все эти войны были навязаны нам. Именно всегда нам вешали какой-то ярлык, там, то бандит, то
террорист, то сепаратист, то исламский фундаменталист. И вот так навязывали нам войну, убивали нас. Во время этих последних двух войн было убито 300 тысяч мирных жителей. Из них более 40 тысяч – это чеченские дети. Это мирные жители. Все мирные жители. Я не говорю про наших воинов, про муджахидов. Да, мы несли потери. Но было убито 300 тысяч мирных жителей. И убиты они были Россией. Российский оккупант, российский террорист убивал нас. Убивал в концлагерях, во время зачисток, во время бомбежек, обстрелов, артобстрелов, ракетных, бомбовых обстрелов. И все ужасы вот эти, даже мне, вот чеченцу, сложно даже выговаривать, через что прошел чеченский народ. Поэтому я вот не понимаю тех, которые сегодня поддерживают Россию, становится рядом с русским Ваней, вот, делает из него товарища или брата и идет там воевать, например, в Украину, будучи российским военнослужащим. Без разницы, будь это Украина, будь это даже Сирия там, или какая-то другая страна, без разницы. Но на стороне России. Как вы можете совершать такой гнусный и такой отвратительный поступок? Вот. Вы не имеете права этого делать. Вы не имеете права называть себя чеченцем. Поинтересуйтесь своей историей, покопайтесь в этой истории. Посмотрите, что делали с нами Российская Федерация. Что они с нами делали всегда. Как они в 1994 году, в 1999 году открыто по своим каналам заявляли и говорили, что надо убивать всех чеченцев. Мужское население, начиная от 10, заканчивая до 65 лет. Это были призывы. Они призывали наносить ракетные удары, сносить с лица земли города и села, нанести ядерный удар по нашей республике, чтобы убить всех чеченцев. Вспомните про это, покопайтесь, ищите правду, спрашивайте у взрослых, которые все это видели и которые сохранили вам жизни, прятая вас в подвалах от российских бомб и российских снарядов. А сегодня они идут там воевать за какую-то, там, не знаю даже, вот как сейчас все это выразить, не знаю на самом деле. Это все отвратительно. Как вы можете быть в российской армии, слушать этого ушлепка Кадырова, подчиняться его приказу? Там. Почему этот ушлепок сам не станет спереди вас и не пойдет воевать? Почему? Ведь всегда наши лидеры, всегда чеченские лидеры, чеченские герои были на передовой. Они воевали. Они выходили из окружений, вот, из территорий, где совершались там обстрелы, там, зачистки. Они прошли это. А вот этот ушлепок сидит на своем золотом диване, не может связать два слова, бубнит что-то по себе под нос. Говорит, что надо делать джихад, что надо воевать, отдать жизнь за Путина. Почему он не попытается отдать жизнь за Путина, этот ушлепок? Вы на это посмотрите. Вот. И я считаю, что чеченцы в последнее время потерпели вот огромную утрату во всем. Это война, это все, что прошел чеченский народ. И
я хотел бы призвать вот своих чеченцев. Мы не должны куда-то лезть. В какие-то войны, в какие-то конфликты. Для нас священная война, для нас джихад – это сохранить наш народ, самих себя, чтобы потом восстанавливать утраченное. У нас своей территории даже нету, которая есть у других народов. Потому что эту территорию у нас забрали, оккупировали. И сегодня народ находится в заложниках у России. Посмотрите, наших братьев, там, вот эту молодежь отправляют, по их воле отправляют даже насильно куда-то воевать. И поэтому мы не должны куда-то ехать воевать, в какие-то другие страны. Думайте о своих родных, думайте о своем народе, думайте о завтрашнем дне. Да, делайте дуа. Дуа делайте. Вот что есть в наших силах. Но надо готовиться к тому дню, когда будет проходить деоккупация нашей родной земли. Учите историю. Посмотрите назад. Посмотрите, что происходило. Дай Аллах нам выстоять во всем этом против лжи, против этих лицемеров, против этих предателей и врагов чеченского народа. А все остальное мы восстановим, иншаллах.